Нарыхтоўка баякоў ужо звыш 20 гадоў справа жыцця для Людмилы Кукеты. У пачатку 2000-х вырашылі з мужем набыць участок у вёсцы. В 2001 году он подал заявление в райисполком, чтобы выделили нам землю. И в мае 2001 года он умер. И мы начали продолжать его дело. И по сегодняшний день мы работаем. Создали сами фермерское хозяйство, подготовили документы, взяли землю, построили теплицы, выращиваем голубику и выращиваем ягоды. На пачатковых этапах падтрымала фермеру и держава. Была 2007-2008 программа по развитию ягод, да, и это было в Бресте, и давали бюджетные деньги. Мне тоже давали. Вот у нас забор, сетка, все за бюджетные деньги поставлено, поэтому очень помогали. У мінулым годзе плошча гаспадаркі пашырылася ўдвая. Да 13 гектараў далучыліся яшчэ 13. У гаспадарцы свае пітомнікі, дзе вырошчваюць кусты і сажанцы. Ёсць і цяпліцы для пасадак. Перавага двум гатункам, але ёсць і месца для эксперыментаў. Бо галоўны сакрэт поспеху – пастаяннае ўдасканаленне работы. Пераймаюць вопыт калег з Германіі і Польшчы. Справа стала сапраўды сямейнай. 8 гадоў таму да работы далучылася і дачка Людмилы Кукеты – Татьяна. Я работала в медицине, ее очень любила и хотела там работать. Ну, так сложилось обстоятельства, что папа умер. Остались мы с мамой, с братом. Нужно было поднимать хозяйство. 8 лет уже назад я бросила свою медицину любимую и стала работать на фермерском хозяйстве. Михаил Дарашук працуе ў гаспадарцы аграномам. Разам з гаспадарамі вучыліся, адпрацоўвалі тэхналогіі. Баякі былі культурай новай. Первые года, когда только это все начиналось, было сложно, потому что никто не знал про нее, что ей надо, как надо. А потихоньку, со временем все, опыт с опытом приходит. Сярод усіх сельскагаспадарчых угоддзяў вобласці, а гэта звыш 7,5 тысяч гектараў, амаль палова належыць фермерскім гаспадаркам. Для таго, каб людзі працавалі на сваёй зямлі, дзяржава стварае умовы. Согласно государственной программе развития аграрного бизнеса на 2016-2020 год ежегодно сельскохозяйственные организации и крестьянские фермерские хозяйства участвуют в конкурсе, которым предусмотрена закладка многолетних насаждений на территории нашей области и уход за ними. В текущем году, к примеру, среди сельхозорганизаций крестьянских фермерских хозяйств области было 12 победителей. Из них 10 фермерских хозяйств, которые получили поддержку на развитие садоводства и плодоводства в размере порядка 700 тысяч рублей. Ёсць планы на пашырэнне ў Людмилы Кукеты, мара атрымаць до 50 гектараў зямлі. І упэўнены фермер, яна абавязкова спраўдзіцца. Евгения Мороз, Роман Филюсиш, телерадиокомпания «Брест».